В самом центре города Нью-Йорк посреди рабочего дня совершается дерзкое ограбление банка. Идеальное ограбление, потому что в итоге у полиции нет ни улик, ни пострадавших, ни подозреваемых, ни собственно и мотива преступления. Это главный грабитель, его зовут Далтон. Он рассказывает, что некоторое время назад он привел в действие идеальный план ограбления банка. Мы видим, как в банк заходит небольшая группа маляров, одетых в синие строительные комбинезоны, кепки и солнцезащитные очки. Внезапно они запирают входные двери и начинают кричать, что это ограбление. Всех присутствующих и работников банка под прицелом автоматов заставляют лечь на пол. Затем они поджигают дымовую шашку, а подбежавшему к входным дверям уличному полицейскому Далтон с диким иностранным акцентом заявляет, что это ограбление, в банке заложники и бомба, если кто-нибудь войдет в банк, они начнут убивать людей. Действие переносится в полицейский участок. Нас знакомят с детективом Фрейзером. Он один из лучших, но имеет проблемы с репутацией. Он попал в неприятную ситуацию, его обвиняют в хищении $140 тысяч с места преступления. Однако он ничего не брал, так как наркоторговец, которого он арестовал, просто подставил его. Вести переговоры с грабителями доверяют ему и его напарнику Митчеллу. Они отправляются на место ограбления. Тут нас знакомят с мистером Артуром Кейси. Он владелец банка. Ему сообщают о нападении на их отделение, что поначалу он не сильно его расстраивает, но когда ему говорят, что номер отделения 32, он сразу начинает нервничать. Возвращаемся в банк. Подъехавшая группа полиции во главе с детективом Фрейзером выясняет, что камеры видеонаблюдения в банке были выведены из строя за несколько минут до ограбления. Полиция не знает, сколько заложников в банке и сколько грабителей, и вообще не представляет, что там происходит. Тем временем в банке грабители собирают всех посетителей, работников банка, и заставляют их сначала сдать все свои ключи и мобильные телефоны, а затем раздеться до нижнего белья и надеть одинаковые синие строительные комбинезоны. Также все заложники должны надеть на глаза специальные маски. Одному из заложников становится плохо. Он стар и болен, он говорит, что задыхается и у него сердечная астма. Долго не думая, грабители его отпускают, но на улице полицейские связывают его и ведут на допрос, так как не знают, грабитель он или заложник. Хозяин банка находит себе представителя для урегулирования ситуации. Это женщина с обширными связями в разных кругах, мисс Уайт. Владелец банка рассказывает, что ему крайне важно сохранить депозитную ячейку под номером 392, и он предпочел, чтобы до нее никто не дотрагивался. Мисс Уайт просит рассказать, что там, но мистер Кейс говорит, что то, что находится внутри ячейки, имеет ценность только для него и не представляет важности для кого бы то ни было. Мисс Уайт сообщает ему, что люди, с которыми ей предстоит провести переговоры, вооружены, и она не может ничего обещать. Между всеми этими событиями нам постоянно показывают сцены допроса заложников, которые происходят после этих событий с ограблением банка. Тем временем грабители устраивают внутри банка строительные работы. Детектив Фрейзер звонит по телефону грабителям, но главарь банды не снимает трубку. Полицейские говорят, что камеры были отключены приблизительно в 10 часов, и в течение нескольких минут они не знают, кто входил и выходил из банка, а следовательно и сколько там людей. Спустя пару часов грабители выпускают еще одного заложника с посланием о их требованиях. Они просят 2 автобуса и заправленный самолет. Выставляют ультиматум, время у властей всего до 9 вечера, а далее они начнут убивать по одному заложнику в час перед телекамерами. Также в банке заложена взрывчатка, и они взорвут ее, если вдруг полицейские будут штурмовать банк. Через какое-то время двери банка снова открываются, грабители сообщают, что голодным людям нужна еда и вода. Полицейские принимают решение отправить им пиццу, а детектив Фрейзер предлагает подложить подслушивающее устройство, чтобы понять обстановку внутри банка и, возможно, чтобы окончательно запутать следы. Грабители банка посадили заложников в несколько комнат и время от времени переводят их, при этом подсаживают членов банды под видом заложников в таких же строительных комбинезонах и масках. Получив запись с подслушивающего устройства из банка, которое полицейские подсунули в еду, они предполагают, что грабители русские, потому что они не могут разобрать речь и понять, что это за язык. Переводчик, который прибыл на место, говорит, что это не русский. В итоге они включают запись на громкую связь и спрашивают людей на улице, кто знает этот язык. Выясняется, что это албанский. Детективы понимают, что грабители попросту включили для них запись, зная, что они будут их прослушивать. Далтон со своей напарницей вскрывает ту самую ячейку и забирают из нее какие-то документы. А тем временем на место ограбления к детективу прибывает мэр города.
Мэр представляет Фрейзеру мисс Уайт и просит детектива разрешить ей поучаствовать в процессе, напоминая ему при этом о его деле с наркоторговцем, намекая на то, чтобы женщине предоставили все полномочия. Детектив наконец-то дозванивается до главаря банды, и им удается поговорить. Далтон говорит, что если Фрейзер не достанет то, что им нужно к указанному времени, ему понадобится заказывать катафалк. К вечеру мисс Уайт попадает внутрь банка благодаря детективу и общается с главарем банды. Выясняется, что основатель банка сколотил свое состояние, сотрудничая с нацистами в годы Второй мировой войны, а в ячейке банка хранились документы, свидетельствующие о его военных связях, а также бриллианты и исключительно ценное кольцо. Далтон охотился именно за документами, решив оставить их себе и, возможно, потом шантажировать ими владельца банка. На предложение немедленно сдаться полиции и получить в последующем $2 миллиона на свободе он отказывается. Далтон говорит, что он получит все, что захочет и выйдет из этого банка через парадную дверь. Фрейзер пытается выяснить, о чем был разговор, и мисс Уайт говорит, что чтобы грабители не затеяли, они не станут убивать заложников. Фрейзер говорит, что полиция постоянно пыталась выиграть время, но он понимает, что на самом деле время тянут сами грабители. Грабители дают им срок, они не успевают, грабители снова дают им дополнительное время. Детектив звонит в банк и хочет убедиться, что все заложники живы. Попав внутрь и поняв, что с заложниками все в порядке, полицейский говорит Далтону, что скоро будет штурм, но Далтон считает, что это полная чушь, никто не отдаст приказ о штурме, пока все заложники живы и нет угрозы безопасности их жизни. При выходе из банка Фрейзер в какой-то момент нападает на Далтона и хочет сорвать с него маску. Но успевает подбежать сообщник, и драка быстро заканчивается. Спустя некоторое время Далтон звонит детективу и просит посмотреть его в камеру видеонаблюдения. Тут полицейские наблюдают, как они убивают заложника выстрелом в голову. После произошедшего на место прибывает начальник департамента полиции и сообщает, что дело зашло слишком далеко, заложник убит, и с Фрейзера снимают полномочия руководить операцией. Новым руководителем становится Дариус, который руководит группой спецназа. Полицейские начинают планировать план штурма. В результате они понимают, что им будет очень трудно понять, где грабители, а где заложники, пока в них не начнут стрелять, и даже если там все не заминировано, это будет мясорубка. В итоге они принимают решение использовать резиновые пули и всех связывать. Утром Фрейзер догадывается, что тут все не так, как кажется. Грабителям не нужен самолет. Он задается вопросом, почему они тянули время. Фрейзер находит в ящике с посланием подслушивающее устройство и понимает, что все это время грабители слушали полицейских и знали обо всем. Фрейзер сообщает Дариусу, что необходимо отменить штурм, но, к сожалению, не успевает, и спецназ взрывает главные двери банка. В этот момент оттуда начинают выбегать заложники, и их всех задерживают. Внутри банка полиция не находит абсолютно ничего. Ни грабителей, ни прорытых ими туннелей. Ничего не пропало. Помимо всего выясняется, что оружие, которое оставили грабители, это игрушечные муляжи автоматов, а убийство заложника было инсценировкой. Полиция не знает, ни сколько заложников было в банке, ни сколько грабителей, ни что там происходило на самом деле. Преступники, смешавшись с прочими заложниками, чистыми покинули здание банка, и полиция не может ничего доказать и вычислить их. Фрейзер выясняет, что на ячейку 392 нет никаких документов в банке. Он пытается выяснить, что прятал Артур Кейс в этой ячейке, и отправляется к мисс Уайт. Он показывает ей компромат, тот самый разговор в машине, где мэр шантажировал его, дабы предоставить мисс Уайт все полномочия и провести ее внутрь банка для разговора с главарем грабителей. Мисс Уайт ничего не говорит детективу, кроме того, что все условия выполнены, и Фрейзер будет двигаться вверх по карьерной лестнице. С него будут сняты все обвинения, и он получит первую степень детектива. Мисс Уайт говорит, что мистер Кейс, как и многие богачи, сделал свое состояние во время войны. Она просит его оставить это дело. Сама мисс Уайт направляется навстречу к мистеру Кейс. Она говорит ему, что детектив оказался очень умным. Она ускорила карьеру детектива, и теперь он под контролем. Владелец банка интересуется, где конверт с документами, на что мисс Уайт говорит, что грабители забрали все из ячейки, и если они будут шантажировать мистера Кейса, ему просто надо будет заплатить, и он вернет свой конверт. Владелец банка говорит, что его все устраивает, однако мисс Уайт говорит, что это чушь, и грабители вышли из банка, не взяв ни доллара из хранилища.
Следовательно, было что-то еще помимо документов, и этим что-то еще, как выясняется, оказываются бриллианты и необычайно редкое кольцо от Cartier. Это кольцо принадлежало жене французского банкира. Мистер Кейс был другом этой семьи французских евреев во время Второй мировой войны. Их отправили в концлагерь, и Кейс мог бы им помочь, имея огромные связи. Однако, по его словам, немцы хорошо платили, и мистер Кейс продал им свою душу. Тем временем, по требованию детектива Фрейзера, в банке вскрывает ячейку номером 392. Но она оказывается пуста, кроме мусора и очень дорогого кольца с запиской, оставленной Далтоном. В записке написано «Следуй за кольцом». Суть замысла грабителей состояла в том, что главарь остался внутри здания банка. Грабители немного перестроили подсобку банка и организовали там тайное убежище, где он оставался в течение недели. Остальные преступники, смешавшись с прочими заложниками, чистыми покинули здание банка. Далтон через неделю вылез из своего убежища, а в банке уже была восстановлена обычная работа. Смешавшись с посетителями банка, он спокойно вышел через парадную дверь, как и обещал детективу. При выходе из банка Далтон столкнулся при этом с Фрейзером, который как раз пришел для проверки той самой ячейки номер 392. В результате получается идеальное ограбление, в котором нет ни улик, ни пострадавших, ни состава преступления. Само дело закрыто. Грабители получили свое, вытащив из ячейки бриллианты и документы, которые в любой момент времени помогут им получить практически любую сумму денег. А сам владелец банка Артур Кейс никогда не станет заявлять о пропаже, избегая огласки своего прошлого, дабы сохранить свою репутацию. В последние мгновения фильма нам показывают, как Фрейзер приходит домой, где его ждет любимая девушка. Вынимая все из своих карманов, он обнаруживает у себя бриллиант. Далтон, когда выходил из банка, будто бы знал, что столкнется с детективом, и подкинул ему в карман камень. Ранее, когда Фрейзер заходил в банк во время ограбления, детектив рассказывал Далтону, что у него есть девушка и он хочет на ней жениться, однако он беден. Фрейзер спрашивал главаря, может, ему тоже стоит ограбить банк, чтобы наладить свою жизнь. На что Далтон ответил ему, что деньги не главное. Это в результате мы и видим в конце фильма. Деньги были не главным, ради чего они устроили это ограбление.